Ну вот наше казахстанское гостеприимство еще. Мы угощаем всех нашими яблочками. Вообще идея казахского сада, участие с казахским садом здесь на «Садах и людях» в Москве возникла еще с самого основания этого фестиваля «Сады и люди». И некоторое время я, в общем, предлагала нашим ландшафтникам поучаствовать в этом фестивале. И, наконец, откликнулась Нелли Лаптева, автор этого сада, и сделала вот такой замечательный проект. Главная идея проекта «Казахский сад» – это возвращение природы в города. Это как раз вот то, что нам сейчас необходимо просто для выживания нашего. В центре композиции у нас угадывается сразу же стилизованная юрта. Простой очень сад, который представляет собой образ казахской степи с ее ковылем и маками. Но поскольку в августе маков нет, то мы их заменили гелениумами. И поскольку нет ковыля, то мы заменили его ячменем гривастым. Но получился образ замечательный. Фестиваль «Сады и люди» проводится 6-й год. В этом году такое разнообразие участников. То есть много городов России, Казахстан, Белоруссия, Финляндия, российско-британский сад. Поэтому есть на что посмотреть, есть где поиграться в огородника, в садовода, есть площадки, на которых вас чему-то научат, или, может быть, вы кого-то чему-то научите. Флористическая тема. Поэтому приходите, здесь будет очень интересно. Что мы этот проект создавали буквально всем миром. То есть средства на этот проект собирали ландшафтники и России, и Казахстана. И он объединил буквально и Россию, и Казахстан. Чтобы увидеть, что из этого всего получилось, приходите на ВДНХ в Москве, от центрального входа направо, сквер Северный. Он находится рядом с 75-м павильоном. Мы ждем вас, приходите.